Здравствуйте, уважаемые друзья! Название сегодняшней темы — это анализ ЭКГ, то есть с чего мы должны начать анализировать электрокардиограмму. В этом кардиограмме с чего мы должны начать расшифровку. Первое, мы должны оценить регулярность. Мы должны оценить что? Регулярность. Регулярность оценивается по расстоянию интервала RR. То есть, если расстояние между интервалами RR одинаковые, то ритм считается регулярным. Вот это у нас зубец R, это тоже зубец R. Это R1 и R2. Это у нас будет R3, R4. Вот расстояние от R1 до R2 и от R2 до R3, они одинаковые. Они равны между собой. Поэтому ритм на этой кардиограмме ритмичный. То есть регулярность. Мы сначала оценим регулярность. Регулярность может быть, ритм может быть регулярный, или ритмичный. И второе, нерегулярный. Или аритмичный. Когда интервал между RR равны, а нерегулярный, когда интервалы между RR не равны между собой. Вот. На примере вот этой кардиограммы хочу показать вам. Но здесь регулярные трепетания. Здесь тоже нету. Я покажу вам на следующих электрокардиограммах. Но на этой кардиограмме это ритм ритмичный. Интервалы RR равны между собой. Следующее, что мы должны оценить, это частота сердечных сокращений. Сейчас я покажу, как считается частота сердечных сокращений. Для того, чтобы считать частоту сердечных сокращений, мы должны знать, с какой скоростью регистрирована кардиограмма. На первое занятие я вам сказал, что есть скорость регистрации ЭКГ. Бывает со скоростью 25 мм в секунду и B 50 мм в секунду. То есть есть две скорости регистрации электрокардиограмм. Вот на нашем электрокардиограмме здесь 25 мм в секунду. 25 мм в секунду. И, соответственно, мы должны знать, что одна клетка это сколько секунд будет. Это сколько секунд будет. Это обычная пропорция. Вот. Что мы делаем? Формула для расчета ЧСС выглядит вот таким образом. Чем равно? ЧСС равно 60 деленное на интервал RR в секундах. И тем самым, чтобы мы считали частоту сердечных сокращений вот на этом кардиограмме, мы должны знать, чему равно интервал RR в секундах. Вот это интервал RR. Это зубец R, это тоже зубец R. Мы должны найти его в секундах.
Поэтому мы должны считать. Я на предыдущих занятиях рассказывал, что вот одна большая вот эта клетка, это у нас 5 миллиметров. 5 миллиметров. Давайте посчитаем. 5 миллиметров, 10, 15, 20 и вот здесь 1. 21 миллиметров здесь. То есть интервал RR у нас равно 21 миллиметров. Вот здесь будем считать. То есть RR у нас равно 21 миллиметров. Мы должны его перевести в секундах. Вот здесь у нас в секундах же. Мы должны вот этот миллиметр перевести в секундах. Поэтому создаем пропорцию. Создаем пропорцию. Это у нас создаем пропорцию. То есть 25 миллиметр. Аппарат у нас записывает 25 миллиметров за 1 секунду. А у нас здесь 21 миллиметров. То есть 21 миллиметров. Это сколько секунд? Будет x. X равно 21 умножаем на 1, делим на 25. Получается сколько? Получается 0,84 секунды. 0,84 секунды. Вот это мы нашли. То есть у нас интервал RR равно 0,84 секунд. Дальше мы ставим в эту формулу и находим. Это будет у нас B. То есть ЧСС равно 60 деленное на 0,84. 60 деленное на 0,84. Получается 71,4. Ну, примерно, если считать, будет 71 ударов в минуту. 71 ударов в минуту. Вот таким образом, когда ритм правильный, мы можем считать вот таким образом частота сердечного сокращения. Вот. Когда ритм правильный, мы можем взять ЧСС, который здесь нарисован, вот здесь 71 примерно нарисовано, вот здесь. Heart rate. 71. Так, ЧСС мы посчитали, да? Тахикардия. Тахикардия. Когда ЧСС выше 90 ударов в минуту. И второе. Брадикардия. Брадикардия, когда ЧСС меньше 60 ударов в минуту. Это у нас брадикардия. Дальше, что мы оцениваем? Мы оцениваем источник возбуждения. Источник возбуждения. Сейчас мы обсуждаем источник возбуждения. Видите, как видите, я поставил здесь картинку, чтобы легче было понять, легче было объяснить и наглядно, чтобы было все. Источник возбуждения. Для чего мы это определяем? Для того, чтобы выяснить, в какой части из сердца образуются электрические импульсы. Вот. В зависимости от этого ритмы бывают синусовые. Ритм бывает какой? Синусовый. Это что означает?
Это означает, что импульсы образуются в синоатриальном узле. Именно вот здесь образуется. Вот. Это есть SA нод. То есть синоатриальный узел, и импульс здесь образуется. Если ритм синусовый, то на кардиограмме мы что увидим? Что мы увидим? Мы увидим зубец P. Зубец P, P-wave. И какого характера он? Так как вот здесь электроды расположены, мы берем второе отведение. Почему? Потому что во втором отведении зубец P. Вот здесь, если брать, здесь электроды у нас. Вот электроды. Это негативный, отрицательный конец. И вот здесь положительный конец. Вот импульс вот здесь образуется. Импульс образуется вот здесь. И импульс двигается в сторону положительного электрода. Поэтому мы видим что? Если в сторону положительного электрода, то мы видим положительный зубец. Поэтому при синусовом ритме P положительный. P положительный. И импульс, образуясь в синоатриальном узле, доходит по межпредсердным пучкам, доходит до авиасоединения, и дальше идет что? Возбуждение желудочков, который на кардиограмме характеризуется QRS-комплексом. То есть первый критерий это что у нас? Это присутствие зубца P, вот оно. То есть зубец P положительный. И после зубца P идет обязательно комплекс что? QRS. Вот зубец P, QRS. Это зубец T. P, QRS. P, QRS. Это говорит о том, что импульс образовался в синоатриальном узле. Вот здесь образовался. Дальше. Образовательная способность синоатриального узла выше, чем авиасоединение и выше, чем других волокна Пуркине, пучков Гисса. Поэтому частота сердечных сокращений при синусовом ритме он какое? То есть зубец P положительный, это мы берем второе отведение. Зубец P положительный, и после каждого зубца P присутствует QRS комплекс. И следующий признак синусового ритма это у нас ЧСС при синусовом ритме. Если это, то есть в норме это 60-90 ударов в минуту, может быть и больше, до 130 можно достичь, потому что синусовый узел больше этого не может образовать импульс. ЧСС тоже вот в пределах этого. Дальше какой ритм бывает? Ритм в зависимости от того, что в каком из участок сердца образуется нервный импульс. Ну, импульс. Следующие импульсы могут образоваться в предсердиях. В предсердии может образоваться это называется предсердный ритм. Второй у нас что? Предсердный ритм. Предсердный ритм. Давайте посмотрим. Вот в предсердиях образуется, да? Допустим, вот в этой части образуется. Возбуждение предсердия как происходит? Вот таким образом. То есть наоборот. В сторону что? Отрицательного электрода. Напомню, что здесь мы берем
мы разбираем зубцы, комплекс зубцы согласно второе отведение. Потому что он более классически выглядит, и все зубцы видны. Вот, то есть импульс образуется вот в этой части предсердия. И предсердие возбуждается как ретроградно, то есть не в сторону положительного, да, зубца, положительного электрода, а в сторону отрицательного электрода. Поэтому при предсердийном ритме зубец П будет отрицательным. Зубец П будет отрицательным. То есть критерий предсердийного ритма это у нас что? Отрицательный зубец П. Отрицательный зубец П. И, соответственно, у нас предсердие возбуждается, и, соответственно, будет отрицательный зубец П, а дальше комплекс QRS без изменения остается. Без изменения остается. И, естественно, в предсердиях ритм образуется с меньшей частотой, нежели чем в синоатриальном узле. Поэтому ЧСС при предсердийном ритме будет примерно 60-40 ударов в минуту. Ударов в минуту. Вот. Это у нас ЧСС при предсердийном ритме. Также ритм бывает из АВ-соединения. Из АВ-соединения называется АВ-узловой ритм. При АВ-узловом ритме, соответственно, зубец П отсутствует. И комплекс QRS остается без изменений. Зубец П отсутствует, зубца П. И образовательная способность АВ-узла меньше, чем в вышележащей отделе. Поэтому импульс здесь будет, ЧСС будет 40 ударов в минуту и меньше. Это вот виды источника возбуждения. Также источник возбуждения может быть в желудочке. Это называется желудочный ритм. Желудочковый ритм. И, естественно, здесь происходит такая вещь, деформация комплекса QRS. Деформация QRS комплекса. И ритм будет здесь желудочковый. Комплексы QRS при желудочном ритме будет широкими. Вот это в виде источника возбуждения. То есть источник возбуждения может быть синусовый ритм, синусовый узел, может быть предсердие, может быть АВ-узел и желудочки. Критерии их мы здесь написали. И, соответственно, мы возвращаемся к нашим кардиограмме.
Здесь мы видим, что видим? Видим, что зубец P положительный. Вот во втором отведении. Зубец P положительный. И после каждого зубца P идет что? Комплекс Q, R, S, T. Зубец P, Q, R, S, T. Зубец P, Q, R, S, T. Это означает, что импульс образуется у нас в синусовом узле. Вот именно вот здесь образуется. Возбуждается предсердие. После этого импульс доходит до авиасоединения. Немножко тормозится здесь. А дальше распространяется по желудочку. Значит, у нас ритм здесь какой будет в нашей кардиограмме? В нашей кардиограмме ритм будет у нас что? Синусовый. Ритм будет у нас синусовый. ЧСС мы посчитали. ЧСС у нас получился 71 удар в минуту. Дальше мы переходим на определение электрической оси. Мы сейчас определяем электрическую ось сердца. Сам слово электрический ось сердца. То есть это направление результирующего вектора, который образуется на поверхности сердца. Вот, на поверхности сердца образуется много электрических векторов. Сумма этих векторов образует результирующий вектор, который имеет свое направление. Вот направление этого результирующего вектора и есть направление электрической оси. Для того, чтобы определить электрическую ось сердца, мы должны знать вот такую систему координат. Кратко объясню, что это такое. Здесь нарисованы градусы от положительных до отрицательных и отведения. Его можно разделить на квадранты. Вот на 4 квадранта можно разделить. В зависимости от того, в каком квадранте находится этот результирующий вектор, направление электрической оси в эту сторону же и будет. Например, если находится вот в этом квадранте, да, то электрическая ось будет нормальная, в нормальном положении. Если результирующий вектор будет вот в этом квадранте, то электрическая ось сердца будет отклонена вправо. Если результирующий вектор будет вот в этом квадранте, то направление электрической оси будет влево. Если результирующий вектор будет вот в этом квадранте, то это будет резкое отклонение электрической оси. Какие шаги мы должны знать для того, чтобы определить, куда направлен вектор, и чтобы определить электрическую ось сердца? Для этого мы должны определить квадрант, то есть в каком квадранте находится этот вектор. Чтобы это определить, мы должны знать зубцы положительные или отрицательные в первом и в АВФ. Вот. В зависимости от этого, в зависимости от положительности и отрицательности зубцов R в первом отведении и в АВФ, мы определяем, в каком квадранте находится наша электрическая ось. Поэтому мы что делаем? В первом отведении мы считаем, от зубца R отнимаем зубец Q и зубец S. Допустим, зубец R у нас будет вот 3, еще 5 миллиметров, да? Пускай будет 5 миллиметров, отнимаем 1, вот это зубец Q у нас будет 1 миллиметров. Отнимаем 1, а зубец S у нас будет тоже пускай 1. То есть мы их отнимаем, получается 5 минус 2 равно 3 миллиметра. У нас положительные.
То есть зубец QRS комплекс в первом отведении положительный. Вот он. Выбираем вот это. Дальше в АВФ считаем, если тоже визуально если считать, то получается у нас, если доберем, допустим, в АВФ QRS, допустим, зубец R будет у нас 9 миллиметров. 9 миллиметров минус скобки. Отнимаем 1 и 1, допустим, да? 1 плюс 1 равно 9, минус 2 равно 7 миллиметров. То есть это в АВФ тоже, что QRS комплекс положительный. То есть он будет вот здесь. Будет вот здесь. То есть наш электрический ось находится вот в этом квадранте. И прежде того, что если электрический импульс направлен к какому-то электроду, например, к первому электроду, ко второму электроду, то там и будет самый высокий, что зубец R. Мы смотрим, самый высокий зубец R находится на втором отведении, поэтому электрический ось у нас будет направлен куда? В сторону второго отведения. Вот сюда. Потому что здесь самый высокий зубец R. Самый высокий зубец R. То есть у нас электрический ось сердца у нас нормальная, а по градусам плюс 60. Плюс 60. Понятно? Вот на этом до этого рисунка так и нарисовано, в зависимости от первого и в зависимости от полярности зубцов R в первом и в АВФ отведения. Электрический ось сердца бывает нормального положения, как в нашем отведении, да, когда вот первое отведение положительное, АВФ тоже положительное. То есть электрический ось сердца будет нормального положения. Если первое отведение будет положительное, а АВФ будет отрицательное, вот у нас отрицательный АВФ, то электрический ось будет вот в этом квадранте, и вот это будет у нас что? Отклонение влево. Если первое отведение у нас будет отрицательное и АВФ положительное, вот он, то электрический импульс будет вот в этом квадранте, то это будет куда? Отклонение вправо. Если и первое отведение отрицательное, и АВФ отрицательное, то электрический ось будет вот в этом квадранте. Это называется что? Резкое отклонение электрической оси. Резкое отклонение электрической оси. В нашем ЭКГ электрическая ось нормального положения. Нормального положения.